Первый раз я сюда захожу. Совсем новая изба. Ух я. Так, ребят, короче, хочу показать свои косяки. У меня все пошло не так, как задумывал. Ребят, я направляюсь к новой избе, которую построили позапрошлом году, наверное. Внутренняя отделка ничего еще не сделана была. И если изба открыта, я хочу посмотреть все, как это выглядит в новой избе, и вам тоже показать. Я уже его вижу, вон она. Крыша исправно стила. Сейчас подойду поближе и поснимаю. Тут также две избы. Вон там старая изба. Раньше, до этого еще тут изба стояла, где-то вот тут, наверное. После него построили вон ту. Основная изба там. Вот. Но брат еще построил вот новую избу. В чердак там дверь сделана. Все аккуратно, блин. Сразу вот видно, что все аккуратно сделано. Ту избу я уже не раз заходил, вам снимал. Фундамент из цемента, цементной коробкой. Профнастил, печки не было еще, вот печку поставили. Новый туалет сделали. Вот. О, открыто, ребят. Чолом за рокерка. Хочу посмотреть новую избу. Обязательно надо зайти и не с пустыми руками. Что-то всегда надо занести. Первый раз я сюда захожу. Совсем новая изба. Ух я. Чолом за рокерка. Вот это да, Мишка. Конечно, ты сделал все аккуратно. Все четко. Все новое. Запах. Запах новой избы. Чолом за рокерка. Ух, просторно-то как, ребят. Чолом за рокерка. Вот это да. Дровишки занес. Кирпичную печку сделали. Высоко. Вот это да, класс. Вот. Смотрите, с моим ростом еще где-то примерно 2,20, наверное, высота. О, вон она. Еще вот столько не достает. Матица. Или как правильно? Этот потолок на 3 этих держится. Вон как сделано. Ну, по-современному. Мы-то делаем как? Мы верхнее бревно спиливаем. Оттуда кусок убираем, и потолок уже там висит. А здесь уже на матице 3 таких лаги. Двухместная, получается, матрас. Окно большое, светло. Вон как. Столик из фанеры. 15 миллиметров, наверное. Кружки, ложки, конфеты для мышей оставили. Вот. Тут тоже как бы полка-то есть. До сидения вот так все сделано на углах. Держится по-современному. Сейчас все наугольники делают. Мне очень понравилась изба. Конечно, один минус, что я нашел, это побольше. Ну, минус. Это каждый хозяин сам себе хозяин. А я бы, конечно, вот до сюда сделал, как сказать, дверь повыше. Он как-то повыше надо. А то гнешься там, идешь. Но кирпичи новые, современные, которые я никогда больше не сделаю, кирпичные печки. Вот смотрите, все время он трещин дает, лопается там. Долго надо греть. Не знаю, как-то интересно сделано. Свод. Свод как-то интересно сделано. Не знаю, что-то думаю, даже и дымит, будет дымить. А может и нет.
Также повторяю, что каждый сам себе хозяин. Отшлифовано, просто отшлифовано. Смотрите. Интересно, конечно, сделано. Почему так? Немножко, как сказать, эта часть ниже, сантиметра на 2. Как будто вот ты спишь и чуть-чуть приподнято, вот ноги чуть-чуть ниже. И, как сказать, если туда головой туда ложиться, ноги в тепле будут, тоже правильно, четко. Вот это мне понравилось. Вот. Понравилось мне, нары хорошо сделано. Вот этот, как сказать, ты смотри, что придумали. Задвижку. Не задвижку, а прочистную, этот, как его, дверцы. Вот сюда поставили. Сетка. Железная сетка, между прочим, от комаров. Все четко. Мыши не залезут, птицы не залезут, комары тоже не будут лезть. Открытым все оставлено, тоже продувает хорошо. Второе, это вот эта часть, кухня, тоже понравилась очень. Бревна, как сказать, я не знаю, чем они чесали, посветлее стало. И еще вот, ну, один минус для меня, это чуть-чуть надо повыше дверь. Это чисто для меня. Это я не хозяин, чтобы там рулить что-то там. Это про свои мысли я говорю. Повыше, как сказать, дверь сделать. Ну и кирпичная печка. Одно расстройство это. Сразу скажу. Тем более там очень высоко сделано. Надо пониже, чтобы дверцы было. Потому что вот это до сюда где-то полметра, наверное, будет прохладно. А так, в принципе, все нормально. Все чисто, аккуратно. Даже мышка там сдохла. Конфету, наверное, съела и сдохла. Чай, конфеты вот тут оставили. Для мышей. Надо куда-то какую-нибудь полку висячую сделать, чтобы вот такие продукты оставлять. Вот здесь хотя бы. Вот. Ну, примерно так. Мышку, наверное, я уберу отсюда. Потому что он будет вонять. Он будет вонять. Вот так. Ладно, изба. Небольшой обзор сделал для зрителей. Мишка, наверное, если смотришь, тоже посмотрел свою избу. Все очень хорошо, мне понравилось. Молодец. Дверь хорошо закрывается. Просто идеально. Просто идеально закрывается. Ну и тут предбанник. Тут вещи оставляют хозяева, как и у меня там сделано. Вот. Так что я думал, даже как-то думал, что эта изба закрыта. Но нет, открыто оставлена. Передаю тебе, Мишка, привет. Все четко. Изба высокая, светлая. Ну, блин. Новая изба, чё? Новая изба всегда хорошо. Стройматериалы, вот эту избу даже с Богородска привезли. Даже не с нашего села, а с Богородска. Издалека. Все перевезли. Стройматериалы, бревна. На старую избу заходить сегодня не стану. Дровишки вот тут, остатки стройматериала. Все из обрезной материал. Я знаю, что у Мишки своя пилорама. Как бы я тоже задумывался насчет этой пилорамы. Пилорама, которая шинная пилорама, и можно там, она как бы разборная, можно в любую точку отвезти, собрать, пилить, разобрать и обратно домой привезти. Вот такая пилорама. Вот.
Интересно, мне надо бы мне воочию это посмотреть. Я в интернете, конечно, много тоже смотрел, но самое главное воочию увидеть. Тучи сгущаются. Тучи сгущаются, может даже и будет дождь. Вот улан. Сейчас я его отпущу. Короче, вернулись с охоты, неудачной охоты. Пусть побегает. Начался дождь, моросящий такой спокойный. А мы гулять, мон. Моросящий дождь, вон видно. Сейчас отдохну, согреюсь и схожу за этим, за сетями. Вот, а потом посмотрю, что дальше делать. В первую очередь, наверное, надо, как сказать, ягоды пособираю, может. А потом все зависит от погоды. Погода портится. Погода портится, блин. В избушке тепло. Печка, наверное, погасла, к сожалению. Да нет. Супер печка у меня еще тлеет. Подкину дрова, чтобы после рыбалки, как приду с рыбалки, было тепло. Все, ништяк, это загорится быстро. Очень быстро. Вот так. Все. Так, ребят, вернулся с рыбалки. Вот такое количество рыбы сегодня удалось поймать. Одна щука попалась. Ну, остальные вот такие плотвички. Несколько окуней. Вот. Все, вот такая рыбалка. Обещал показать результат. Показал. Вот. Сейчас уже буду возле избы что-то делать. Удачная рыбалка сегодня. Очень удачная. Это уже улов хороший. Так, ребят. Немножко я сырым становлюсь. На улице совсем погода портится. Дождь пошел. Наконец-то закончил также чистку этой рыбы. Хочу немножко пожарить окушков и этих, как сказать, 2 плотвы, наверное, там 5, да, подожди, 5 окушков и 2 плотвы. Вот. Время летит. О, бля. 1:30 времени уже. Ужас. Просто ничего не успеваю. Какой может быть сегодня столик там еще. Сейчас, наверное, я поставлю на печку жариться рыбу. И пока дождь идет, я, наверное, займусь в избушке. Буду обшивать потолок. Потому что толку сейчас выходить на улицу. Вообще жесть погода. Хотел ягоды собрать сегодня. Ничего не получится. Чуть-чуть не повезло. Вот после этих утренних заморозков, вот, ночных заморозков, первых заморозков, всегда так дождь. Постоянно. Вот эта примета еще работает. А в остальном спрашивали там насчет примет. Много сейчас совпадений, как бы, что раньше было, сейчас их нету. Обычно после тумана вот это все. Такие дожди. Ладно. Мы ничего изменить не можем.
Может завтра тоже дождь будет. Не хотелось бы завтра картошку копать надо начать. Так, ребят, короче, хочу показать свои косяки. У меня все пошло не так, как задумывал. Первый дождь, и моя кровля протекает. Вот смотрите. Вот здесь вода пошла. Дальше вот тут, смотрите, капает. Вот тут капелька. Вон она. Все сырое. И там даже вот тут тоже капает. Вот здесь. Вот такие дела. А причина в том, что вот этот скат, или я не знаю, вот, ну как бы не крутая. У меня чуть-чуть пологая. И жестянка, она неровная. Много стыков неровная. И резко вода не уходит вниз. А она просто вот сверху течет. И там какой-то бугорок между стыками есть. И там вода, как сказать, проходит не вниз, а чуть-чуть, как бы жестянка, вот нижняя жестянка вот не так ровно стоит, что вот, ну, блин, долго мне объяснять, надеюсь, поняли. Надо крыша для такой жестянки, крыша, чтоб крутая была. Вот так. Не знаю, что делать. Или рубероид привезти, там под жестянку рубероид положить. Или же герметиком швы. Там, короче, я дополнительно еще саморезы прикрутил. Сейчас покажу. Вот тут больше саморезов прикрутил. Но это ни хрена не помогает. Вот смотрите, как все выглядит. Крыша должна быть крутой. А тут у меня вон она, неровность. Видите как? Я думал, легко будет вода уходить вниз. Да ни хрена. Он, блин, знаешь, ищет такое место. И он находит. И он не будет там идти вниз, а он просто, блядь, вообще щели заходит. Хорошо, что вот, скажем, вот здесь вот протекает и уходит дальше. А бывает там, вон там вот видно, как с третьего листа проходит, и там бугорок. Вон там бугорок. И он как его, втыкается в этот бугорок и обратно идет в другую сторону, где этот бугорок вниз идет. Ой, бля, пока я объясняю, ну, надеюсь, кто понятливый понял. А я накосячил. Вот и все. Конечно, я это чуть-чуть я не предусмотрел. Я не знал, просто не знал, что так будет. И в следующий раз только исправлять. Не знаю только как. Придется все разбирать. Ё-моё, блядь. Я имею в виду вот эти листы. Другого варианта у меня просто нету. Ай. Блин, двойная работа. Всегда у меня какая-то двойная работа получается, блин. Все время что-то, блядь, не так. Ё-моё, блин. Или же рулон рубероида привезти там, быстро-быстро разобрать. Рубероид постелить и уже сверху эту жестянку. Я хотел без рубероида, без ничего. Просто, блядь, ну, идет вода еще тут.
где-то вот находит вот щели, блин. Вон. Сколько воды. Ладно, ребят. Немножко расстроен, что поделаешь. Пишите комментарии, советуйте. А может, когда этот фильм выйдет, я уже этот косяк исправлю. Ну, что вы думаете, тоже обязательно напишите. Ошибка в том, что вот крышу надо покруче сделать. Но и мне слишком высокий, в принципе, тоже не нужен. Хотя, если, скажем, если вот эти столбы, жалко, конечно, что у меня уже тут, если прибить, если клин, вот сюда, если прибить клин, хотя бы сантиметров 5 еще приподнять, и думаю, это фигня, все получится. Хотя бы 5 сантиметров клин прибить. Крыша покруче будет, вода быстрее будет уходить. Ладно, на сегодня не буду я уже ничего думать. Просто я немножко расстроен и все. Немножко потолок обшил. Какой-то материал. С одной стороны как фольга, с другой стороны фиг знает что. Что на второй избе, что на первой получилось одинаково. Сейчас уже 3 часа, время льет дождь. Я потихоньку буду собираться. Сейчас ем рыбы, посуду помою, уберусь, все. И тут больше делать нечего. Считай, блин, планов море было сегодня еще сделать, но разом все как-то. Хорошо, что дождь пошел, между прочим. Потому что, ребят, знаете, вот дождь пошел, я увидел свои недостатки в своей работе. Конечно, немножко, чуть-чуть даже расстроен. Не чуть-чуть, а вот я расстроен. Что там обманывать себя и своих зрителей? Вроде мелочь, там, что расстраиваться-то? Но когда вот ты стараешься, делаешь, и это, считаю, у меня не получилось. Это хорошо, что вот, скажем, вот если вот вся конструкция, ты пришел, там вся конструкция там развалилась, как на второй избе, кто уже много лет со мной помнит, наверное, вот у меня на второй избе такая же навес, типа беседки. Я весной приехал, я зимой там не был, снегу не убирал, ничего с крыши. Я весной приехал, я смотрю, где моя беседка. Нету. Из-за того, что очень много было снега,
И эта беседка вот под тяжестью снега, он просто вот и от стойка вот так ушел. Со снегом просто вот все. Вот тогда я, да, конечно, там целый день ковырялся. Я быстро-быстро разобрал все. Крышу разобрал, все гвозди там вытащил, все это дело. И быстро-быстро собрал. За день я справился. Конструкцию также я сколотил, все это сделал. И уже вечером у меня все под крышей там было. Рубероид, конечно, там у меня все порвало. Ну что, попробуем рыбу. Остыла уже. Вкусно, как всегда. Свежая рыба. В следующий раз, наверное, все-таки я привезу рубероид. Вот сейчас много думал уже. Вот я занят потолком был. Но в голове, не потолок у меня, а в голове этот навес. Мне надо эту ошибку исправить, поэтому я все время думаю. И буду думать еще несколько дней. Я такой. Но и вот сейчас, в данный момент, я подумал, что мне лучше привезти рубероид. Надежнее будет. Придется все открутить. По-новому закрутить. Постелить рубероид. И по-новому все закрутить. Так, ребят. В чистоте порядка оставляем избу. Чайник, котелок, все здесь. Обратно повесил диодовую ленту, светодиодовую ленту вон. Также я привез вот такой плафон, но у меня перегорело там диоды электрические под электрический ток. Хотел переделать вот эту ленту, поставить туда и здесь повесить этот светильник. Но, к сожалению, мой аккумулятор сдох, как вы видели. Вчера показывал. Ладно, спасибо, изба. Поедем. Здесь все закрыто. Все четко. Дверь открытым, как всегда, оставляю. Так. Тулан уже ждет. Тулан ждет. Да, сейчас поедем. Сейчас, муна. Все, дугды. 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 Так, дальше что? Эти доски пока тут оставим. На дугды, усокочи. Эти доски тут оставим. Немножко пришлось накричать на Тулана, блин. Но дугды, успокойте. Здесь косяк я буду исправлять в следующем походе. Доску убрал. Ну, как бы у меня шире были. Я в одну кучу собрал так. На дугды. Так, ладно, привезу рубероидного и уже разберу рубероид, постелю и все четко получится. Ну, блин, без ошибок ничего не бывает. Тем более там доски. Кто-то толще, кто-то потоньше. Вот это все и мешает работе. Так, ну что, лодку я здесь пока оставлю. Где-то, чтобы она уплыла, 2 метра надо, чтобы вода поднялась. И, между прочим, я отмечал с вчерашнего дня, где-то 1,5 сантиметра уровень воды упал. Я думал, подниматься будет вода, а нет, ни хрена. Вот. Одним словом, поход беседка еще будет 3-я часть. Я еще не закончил. Тут осталось мне еще столик сделать какой-нибудь. Ну и посмотрим в дальнейшем. Здесь новый столик тоже надо поставить. Это уже в будущем году. Вот.
Короче, кому интересно, что будет дальше, подписывайтесь, не отписывайтесь и смотрите. А мы поедем. Вот так бы на буран садился Тулан. Ё-моё. На УАЗе хрен выгонишь отсюда. Сейчас ляжет даже. Спокойно себе уйдет. А вот на буран уже не садится. Вот. Ладно, поехали.
дорогу. Каждым разом все хуже и хуже становится. После осенних дождей. Тут глинистое место. Хорошо, что сейчас колеи не такие страшные, как раньше были. Но все равно надо быть на чеку. Чуть лево, чуть вправо можешь там или застрять, или там есть такие спуски, может откинуть и ну в нехорошую ситуацию можешь попасть. Поэтому я медленно, так тихонько и еду, спокойно. Тише едешь, дальше будешь. Лучше лишний раз даже проверить, где едешь. Или, да, в принципе, что на Буране сейчас я тоже проверяю. Прежде чем заехать куда-либо, я лучше на лыжах схожу, проверю, потом уже. Но основное, страшные участки позади. Дождь не прекращается. Потихоньку едем. Здесь такая объездная по лугам. Такая дорога. Не ровно, конечно, но на первой скорости так медленно. Тихо так едешь и все, спокойно доедем. Да, погода, конечно, жесть. Не знаю, надолго это затянется или нет. Будем смотреть. Короче, ребят, я уже подъезжаю и буду заканчивать сегодняшний поход. Что было, как было, я вам показал. Ждите новые сериалы, новые фильмы, продолжение похода беседки, ну и осенняя охота на носу уже. А на сегодня все. Всем пока и будьте здоровы.